новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я вновь рада приветствовать вас в нашей светлой и уютной студии. На календаре сегодня 8 сентября, вторник, и сегодняшняя дата довольно богата на события. Так, сегодня отмечается Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День финансистов в России. Ну а любители истории наверняка помнят, что в этот день календаря состоялось Бородинское сражение. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Наверняка многие помнят эти строки. Ну а согласно народным приметам, 8 сентября следует обратить внимание на погоду. Если утро выдалось холодным, то значит и зима будет холодной и ранней. Этот же факт предвещал и то, если к этому дню еще не упали листья березы. Ну, всеми этими страшилками Якутию не напугать. У нас каждый год зима холодная и суровая. А какой погода будет именно сегодня, давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила плюс 4, плюс 5 градусов. Днем ожидается плюс 15. В Заречье утром плюс 4, плюс 7. Днем ожидается 14-15 градусов тепла. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила 6-7 градусов. Днем ожидается 14-18. В Вилюйской группе Улусов 4-9 градусов тепла. Это утренняя температура, а дневная 13-15. В Нижнеленских Улусах утром плюс 4, плюс 6. Днем плюс 13, плюс 15. На западе 7-10 тепла. Это утренняя температура, а дневная 13-15. В Каламе-Дигирских Улусах в 6 часов утра плюс 5, плюс 8. Днем плюс 6, плюс 11. В Янских плюс 4, плюс 6 утренняя температура, а дневная плюс 7, плюс 9. На северо-западе в 6 часов утра температура воздуха была плюс 3, плюс 8, а днем там ожидается плюс 10, плюс 11. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 6 градусов тепла, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается 15-17 градусов тепла. Друзья, ну и, конечно же, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире, так что наш WhatsApp номер также прежний, его номер 8 914 279 2262. Смело отправляйте на эти цифры свои вопросы, поздравления, пожелания, и обязательно их озвучу. Кстати, о вопросах вы можете их задать нашему первому гостю, руководителю партнерской сети Якутского областного центра Алексею Мочкину, ведь говорить мы будем с ним о таких понятиях, как кредитная история и мошенничество. Очень актуальная тема. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну, в первую очередь, я хочу, конечно, вас поздравить с вашим профессиональным праздником, Днем финансиста. Благодарю. И, конечно же, первый вопрос. Вот что такое кредитная история и для чего она вообще нужна? Ну, во-первых, важно понимать, да, что базы кредитных историй может быть несколько, но самые основные – это НБКИ и Эквифакс. Да? То есть ошибочно считать, что получив негативную кредитную историю в одном банке, да, можно получить кредит тот же самый там, в другом банке. Ну, то есть ошибочно так считать, многие люди так заблуждаются. Да? Вот. А так как база всего лишь несколько, да, одна и две, то есть Equifax и НБКИ, зачастую люди, которые вот считают, что им кредиты не нужны, да, вот им, наверное, в большей степени не нужно, потому что эти люди, привыкшие к роскоши, можно сказать даже так, да, в будущем, если они планируют там стать какими-нибудь руководителями собственных предприятий, например, да, и для того, чтобы пополнить оборотные средства, да, от организации, они берут займы. Да, большие займы, и когда они уже обращаются в банки, да, в первую очередь смотрят кредитные истории руководителей. Да, вот если у него уже отсутствует кредитная история, либо она у него испорчена, то появляются уже трудности с получением кредита. То есть нужно думать о будущем? О будущем, да. И, конечно же, обычному гражданину, да, нужна будет ипотека в будущем. Конечно, мы там не можем сразу выложить 2-3 миллиона рублей, да, 4, сейчас 5 для того, чтобы купить квартиру.
И когда уже вот получается момент, когда уже вот необходимо, да, взять кредит, а его нет в этой кредитной истории. А как вообще сохранить эту свою кредитную историю и можно ли ее где-то посмотреть? Да, сохранить легко, это платить исправно, платить без просрочек, даже 1-2 дня просрочка очень сильно сказывается на кредитной истории. А как вообще создать кредитную историю, да, если как бы нет необходимости даже? Можно взять, в принципе, тот же, например, телефон, да, подойти в магазин, товарный кредит. С первоначальным взносом его легко получить, не имея кредитной истории. Если взять, например, на полгода телефон, выплатить ее исправно, да, уже кредитная история появляется, получается, в базе кредитных историй. Банки уже знают, сколько человеку зарплата, да, у него есть, как он платит, какая у него кредитная дисциплина, как он исправно платит. Вот. И где посмотреть? Да? Вот у нас есть сайты НБКИ, equifax.ru и nbki.ru. Да? То есть там любой житель нашей Любой республики житель может посмотреть, да? Сейчас банки на самом деле сами тоже предлагают, да, посмотреть кредитную историю за отдельную плату. На самих сайтах Equifax и НБКИ можно посмотреть 1 раз в год бесплатно. То есть зарегистрироваться нужно и подтвердить свою учетную запись с учетной записью от госуслуг. Угу. И 1 раз можно посмотреть всю полную кредитную историю. Кстати, для чего это еще нужно? Для профилактики. Потому что бывает такое, что за вас кто-то взял кредит, да, вашими персональными данными кто-то воспользовался, а вы залезли, как раз увидели, что у вас какая-то там кредитная история нехорошая. То есть плавно мы как раз с вами переходим к теме мошенничества. Да. Расскажите, пожалуйста, самые такие вот, ну, скажем так, популярные схемы у мошенников, вот как они действуют? Вот, если говорить о банковском мошенничестве, да, зачастую звонки мошенников, якобы представляющиеся, да, они сотрудниками служб безопасности банков, популярных банков, как Сбербанк, Альфа-банк, и так далее, да, которые вот сейчас у нас на слуху. Вот, потому что зачастую люди становятся их клиентами, да, и они под видом сотрудников безопасности банка говорят о том, что у них уже совершено какое-то мошенническое действие, ну, в их сторону, да, что какие-то хотят провести операции. Вот, сейчас они стали еще хитрее. Раньше для того, чтобы человеку понять, что это мошенник, да, они пытаются там получить какие-то персональные данные. Да, они называют имя, отчество, Имя, чуть ли отчество, не да. где вы живете, они даже знают, сколько денег у вас на счету. Вот. А какие советы вы можете дать, чтобы не попасть в их лапы? Если вы усомнились, что вам звонят мошенники, да, лучше все-таки положить трубку, перезвонить уже на горячую линию самого банка, да, и уточнить, звонили или им. Это вот в первую очередь. Сейчас вот насчет хитрых способов, да, они сейчас как делают? Для того, чтобы доказать, что они якобы сотрудники банка, да, действительно, они заходят в личный кабинет, то есть они заходят на страницу, где вот вводится логин-пароль, нажимают «Забыл пароль», вводят номер телефона клиента, тут же им прилетает смс-ка, да, с кодом, то есть человек убеждается, что, ну, как бы с официального смс-источника, да, поступило сообщение, и начинает доверять. Да, вот это тоже, кстати, ну, как бы новый хитрый способ. То есть не нужно указывать никому, даже сотрудникам банка, никаких своих личных данных, в том числе вот через эти телефон. вот пин-коды. Да. Можно общаться, наверное, в чате, да? Либо непосредственно на горячую линию. Да, в чате сейчас в мобильных приложениях есть, существуют чаты, да, через них лучше общаться, лучше самостоятельно звонить, да, то есть поступающие звонки не всегда подозрительные. Лучше перезвонить и общаться уже через тот номер, на который вы набрали. А я еще слышала, что сотрудники банка сами никогда не звонят. Это так? Нет, сами сотрудники банка Могут звонить, да? только для информационных целей. Они никогда не продают банковские продукты через телефон. Ага. Не подписываются договора через телефон. Обычно всегда приглашаются в отделение банка, да, и где вот, ну, проходят эти операции, можно сказать. И по поводу насчет, да. Что ж, огромное спасибо, Алексей, за полезную информацию, за полезные советы. Впредь мы будем бдительны, следить за своей кредитной историей и, надеюсь, никогда не попадем в лапы мошенников. Никогда не сообщайте свои персональные данные даже сотруднику банка. Друзья, между тем мы продолжаем наш эфир, и почти после полугодового перерыва из-за пандемии коронавируса в Якутске возобновил работу Русский театр имени Пушкина. 18 сентября он откроет свой юбилейный 130-й сезон. Сложно ли выходить на сцену после такого перерыва и чем порадуют артисты своих зрителей, узнавала наша съемочная группа. Мы планируем
у нас сейчас-то, вот, к сожалению или к счастью, не знаю, но вот терминология такая сейчас есть. То, что мы планируем 18 сентября, если все нормально, если условия будут позволять, мы планируем открыться уже на зрителя и открыть таки 130-й театральный сезон. При открытии будут соблюдены все предписания Роспотребнадзора по санитарно-социальным мероприятиям. А это значит, что будет действовать масочный режим. Также в театре будет организован пункт по продаже масок и дезинфицирующих средств. И пока разрешена только 50% наполняемость зала. Говорят, что шахматы, да? Но видите, в чем дело? Вот я один пришел, да? А тут команда пришла, компания. То вот компанию мы рассаживать не можем, так же, как семью рассаживать не можем. Мы их садим одновременно, но через одно кресло от других сидящих. Вот и все, да. Пустая сцена, пустой зрительный зал. Такое театр не видел со дня своего основания. Артистам, которые привыкли быть в центре внимания и в гуще эмоций, этот перерыв дался нелегко. Поэтому новый театральный сезон они встречают с волнением и радостью, а некоторые и с прекрасными новостями. Прекрасная новость – это то, что вручение звания заслуженной артистки Республики Саха-Якутия, вы, наверное, это имеете в виду. Да, это очень будоражащее, волнительное, очень такое значительное событие. Большая ответственность. Открывать сезон русский театр традиционно будет с Пушкина. И 18 сентября зрители увидят трогательную и добрую постановку «Барышня-крестьянка». А малышей труппа порадует новым спектаклем «Путешествие Незнайки». И, кстати, руководство театра подчеркивает, что все билеты, купленные зрителями ранее, действительны. Все спектакли состоятся. Будет довольно-таки интересный и насыщенный сезон. Мало того, у нас планируется приезд довольно-таки известных трупп театра, да, чуть позже. У нас планируются двусторонние гастроли. Еще спешим напомнить, что минувшим летом для русского театра состоялся набор актеров в Театральный институт имени Щукина. Этот набор очень долгожданный, ведь в последний раз он проходил для театра 20 лет назад в школу-студию МХАТ. В результате студентами знаменитой «Щуки» стало 4 якутян. А мы продолжаем наш утренний эфир. Я хочу напомнить, что наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте свои вопросы, пожелания, поздравления. Вдруг у кого-то из ваших родных и близких сегодня знаменательное событие. Можно же поздравить по телевизору. Ну а пока вы пишете, я хочу представить вам нашего следующего гостя. Это министр по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики Степан Саргыдаев. Степан Анатольевич, доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Доброе утро, Марина. Скажите, вот мы знаем, что подведены итоги и определены победители первого конкурса грантов главы нашей республики. Расскажите, как проходил процесс проведения этого конкурса? Доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо за вопрос. До 28-го подведены итоги специального конкурса Фонда президентских грантов, который был направлен на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, который стартовал 16 июня. Всего по России было подано более 3000 заявок, инициатив, да? И победителями после независимой экспертизы было, победителями стали 900 инициатив. Ну, из нашей республики подано 56 заявок из 16 муниципальных районов. И очень отрадно, что наши арктические районы тоже очень активные. Было подано 3 очень хороших актуальных инициатив. Это с Булунского, Жиганского и Верхоянских районов. В целом конкурс по 3 направлениям было. Первое – это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита жителей. Да? Второе – это охрана здоровья, пропаганда здоровья образа жизни. И третье – поддержка семьи, отцовства, материнства и детства. Из нашей республики победителями стали 7 проектов.
на общую сумму более 14 миллионов рублей. Вот вы сказали из нашей республики. То есть получается, что участвовали не только, да, якутяне, но и другие регионы страны. Все 85 субъектов Российской Федерации, все участвовали. Было, вот, как говорил, было подано более 3,5. Да. А вообще кто оценивал работу вот, соискателей? Ну, 250 независимых экспертов, которых мы сегодня не знаем, кто оценивает. Не знаете? Да, не знаем. Но там я читала, что были выставлены, ну, то есть бально-рейтинговая система была. Да. То есть и по подсчетам. Ну, самое хорошее, что мы через фонд президентских грантов смотрим, как продвигаются наши проекты. Все открыто, все прозрачно, но знаем балл только в конце. И хочу отметить, что после завершения этих конкурсов мы по Дальнему Востоку стали третьими. Это очень хороший результат. И я хочу отметить, что наши общественные организации успешно участвовали в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. А какой можно сделать вывод? Вот какие проекты, какие направления наиболее востребованы общественностью в Якутии? Вот вы упомянули и социально значимые, и здоровье. Ну, я напомнил, это 3 направления конкретно вот по специальному конкурсу. А так, по фонду президентских грантов в конкурсе есть 16 направлений. Это по экологии, по спорту, по культуре, насчет образования. Ну, все направления они стараются охватить. А может быть, какой-то проект вам лично запомнился? Ну, я по специальному конкурсу не хочу кого-то выделить. Да? Все 56 проектов были очень хорошие, актуальные. И очень отрадно, что сегодня наши общественные организации не остались в стороне, полностью поддерживают республику, да, вот в таком сложном ситуации по борьбе новой коронавирусной инфекции. Вот я поэтому не хочу, конечно, все проекты очень хорошие, вот, и очень сегодня отрадно участвует не только город Якутск, да, а наши муниципальные районы. Да, в том числе и да, север. Да, и в том числе север. Вот. Статинского района, вот, и как выделил артийские наши районы, Верхоянские, Жиганские, Булунские районы участвуют. Что ж, огромное спасибо, Степан Анатольевич, за интересную беседу. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои поздравления, пожелания, вопросы нашим гостям. Через несколько мгновений у нас на связи появится Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития нашей республики. Он расскажет, когда же, наконец, откроются театры и, главное, кинотеатры. Я думаю, что многие киноманы ждут открытия именно кинотеатров. Мы вернемся к вам через несколько мгновений. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности делают нас единым народом. Проекты, зачем они нужны? Это то, что потом поможет людям. Это будут проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, в сфере экологии. То есть все это потом будет уже реализовываться в районах республики. И мы надеемся, что таких проектов будет, конечно, больше. Для дальнейшей поддержки общественной активности якутян я принял решение об учреждении грантов Илдархана.
запустился конкурс свой, региональный, но очень похожий на конкурс фонда президентских грантов. Вы одни из первых в стране, кто это делает. Мы готовы на вас равняться. Я верю, что в скором времени все на Дальнем Востоке будут делать так же, как вы. Равняемся на Якутию. Поздравляю вас! И продолжая тему культуры, мы пригласили к беседе первого заместителя культуры и духовного развития Владислава Левочкина. Доброе утро, Владислав Валерьевич. Доброе утро. Итак, как мы уже сказали, что театры республики наконец возобновили работу. Скажите, как они будут работать, в каком режиме? Действительно, мы сейчас отрабатываем решение с оперативным штабом республики о том, чтобы открыть деятельность со зрителями, с приемом посетителей с 15 сентября. И соответствующие работы по подготовке этого открытия проводят не только наши театры, это и концертные организации, цирк, и, конечно же, дома культуры, и, конечно же, как вы уже говорили, кинотеатры. Скажите, а какая была работа проведена, чтобы обеспечить безопасность зрителей? Прежде всего, конечно, должна проверяться температура посетителей. И здесь мы должны предупредить, что те лица, у которых повышенная температура, не будут допускаться. Мы будем их останавливать. И если зритель чувствует недомогание, то, конечно, лучше оставаться дома. Это необходимо для обеспечения нашей совместной безопасности. Конечно же, маски, дезинфекция помещений и соответствующая санитарная обработка помещений. И не только тех, где находятся посетители и зрители, но и также рабочие помещения, где находится персонал. А рассадка зрителей как будет установлена? Да, мы готовим решение о том, чтобы нам разрешили заполняемость залов 50%. И это тоже объективные такие требования, поскольку доступ к проведению больших крупных мероприятий нужно открывать постепенно. Конечно же, будет изучаться, в целом влияние этого процесса на эпидемиологическую ситуацию. Поэтому тоже предложение и просьба к нашим зрителям заранее приобретать билеты, поскольку они будут ограничены, в том числе на кинопоказы, на театральные премьеры. То есть заполняемость зала будет касаться и концертных площадок, где нет мест таковых, да? То есть 50% от изначального количества. Я правильно вас поняла, да? Концертные площадки, если вы имеете в виду на стадионах, большие такие, массовые мероприятия, то они в настоящее время пока невозможны для проведения, поскольку у нас еще не совсем благополучная эпидемиологическая ситуация. Мы ждали, когда у нас появится третий этап снятия ограничений, но этого еще, к сожалению, не произошло, и мы очень благодарны руководству республики, которые поддержали наше предложение о том, чтобы дать возможность начать деятельность со зрителем для наших театров, кинотеатров и домов культуры. Будем ждать снятия всех запретов, а так мы с 15-го с нетерпением ждем, когда откроются театры и кинотеатры. Владислав Валерьевич, мы еще знаем, что порядка 160 миллионов рублей федеральных средств выделено на ремонт и реставрацию объектов культуры. Расскажите, что за объекты? Действительно, впервые такого рода масштабная работа проводится в республике. 160 миллионов рублей в течение 2 лет мы получаем по федеральной государственной программе Министерства культуры в связи с проведением мероприятий к столетию республики. У нас проводится реставрация 2 памятников архитектуры. Это Дом казначейства, где находится филиал Национального художественного музея, и Никольская церковь в Хангаласском районе. И также ремонтируются 3 республиканских учреждений культуры. Это Сахаакадемический театр, Театр коренных малочисленных народов Севера и балетная школа. Работы по ремонту уже почти завершены. Буквально на этой неделе завершаются последние мероприятия, которые запланированы на нынешний год. Мы знаем, что в Якутии реализуется национальный проект культуры. И расскажите, что в этом году ожидается в рамках этого проекта.
В прошлом году у нас национальный проект прошел под знаком детских школ искусств. В этом году у нас получилось так, что для нашего региона он больше связан с библиотечным делом. У нас открывается 10 модельных библиотек, причем 5 из них по федеральной программе, 5 по республиканской. И, конечно же, это очень значимое достижение, поскольку мы всегда принимаем участие в конкурсах и никогда не знаем, сколько наших заявок будет поддержано. Конечно же, это очень знаменательно, тем более в этом году наша национальная библиотека 18 сентября отмечает столетний юбилей, и мероприятия пройдут у нас, конечно, в онлайн-режиме, тем не менее будут приглашены наши коллеги, партнеры из других регионов и из центральных библиотек. Что ж, огромное спасибо, Владислав Валерьевич, за интересную беседу. Я желаю вам отличного настроения и хорошего дня. Дорогие друзья, я напоминаю, что для вас мы всегда работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. И мы рады, что вы про нас не забываете, отправляете сообщения. Так, абонент с последними цифрами 4579 поздравляет всех с Днем финансиста. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Так, абонент с последними цифрами 0390. Ага, приветствует меня, Ларина, как хорошо, что вы приехали. Очень приятно, я тоже рада, что я вновь нахожусь в этой студии. Ну, а между тем, хочу напомнить, что сегодня на календаре 8 сентября, вторник, и в этот день, согласно народным приметам, было принято наблюдать за утренней погодой. Если утро выдалось холодной, значит и зима тоже будет холодной и ранней. Также это же предвещало и тот факт, что если к этому дню еще не опали листья березы, значит зима опять же будет холодная. Ну, как я уже говорила, что всеми этими погодными страшилками нашу Якутию не напугать. Каждый год у нас холодно и сурово. А какой погода будет сегодня, давайте узнаем прямо сейчас. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 6 градусов, ветер северный 3,8 метров в секунду, и днем ожидается 15-17 градусов тепла солнечным. На этом я с вами прощаюсь, уходим на короткую рекламную паузу, а после которой в этой студии появятся мои коллеги Карина Семенова и Борислав Степанов. Встречайте их!